Чарговая апаратная нарада под старшинством Александра Титка прайшла ў мінулы панядзелак. Удзел у нарадзе прынялі начальнікі аддзелаў і ўпраўленняў райвыканкама, кіраўнікі арганізацыі раёна і старшыні сельскіх выканаўчых камітэтаў. На нарадзе разглядаліся асноўныя пытанні жыццядзейнасці Шклоўшчыны. Усе падрабязнасці далей у сюжэце. Пра стан крымінальнага становішча ў раёне за мінулы тыдзень далажыў начальнік РАУ Святаслав Крылоў. Яно ў раёне застаецца стабільным. Акрамя ўсяго, супрацоўнікамі аддзела праводзіцца маніторынг працы прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. За мінулы тыдзень супрацоўнікамі міліцыі было праверана 15 аб'ектаў АПК ў начны час. Па выніках праверкі выяўлены недахопы. Старшыня райвыканкама Александр Титок запатрабаваў ад усіх адказных асоб неадкладна прыняць меры па іх ліквідацыі. По выявленным всем нарушениям, значит, привлекайте, начиная не только от охранника, но и выше. Нет, мы привлекаем руководителей, тех лиц ответственных, которые... Непосредственно ответственны. Да. Если сторож пьяный, понятно, мы сторожа привлекли, но в то же время представление мы указываем на имеющиеся недостатки. Если они не устранены, то лица привлекаются к административной ответственности. Пра стан пажарнай бяспекі ў раёне паведаміў начальнік РАНС Віктор Крупенька. Асноўнымі прычынамі ўзнікнення пажараў у раёне з'яўляюцца неасцярожнае абыходжанне з агнём, эксплуатацыя няспраўнага печнога абсталявання і электраправодкі. А таму усім зацікаўленым службам неабходна актыўна праводзіць прафілактычную работу. Виктор Владимирович, делайте анализ выявленных нарушений, особенно это печное и электрохозяйство, для того, чтобы проанализировать, как мы проведем зимовку в частном секторе. Это касается председателей сельисполкомов. Печное отопление – это источник пожаров, нарушений в электропроводке, вы слышите. И, конечно, один из них еще это неосторожное обращение с огнем. Это шалость. Да. Это вот те сжигания соломы, стерни. Идет огромнейший пожар, да, возле населенного пункта. И при том, что в населенном пункте сегодня эти сорняки, при сухой устойчивой погоде, это все может переместиться в населенный пункт, и потом могут сгореть дома, целые деревни. Так что председатели сельисполкомов, вы-то на местах должны еще проводить определенную работу, профилактическую. Жорсткай крытыцы з боку кіраўніка раёна падвергліся супрацоўнікі інспекцыі прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя, земслужбы і санстанцыі па пытанні належнага навядзення парадку на зямлі. Сегодня вот выйдешь на сельскохозяйственный объект, да, вокруг фермы вот пройди, нельзя пройти. Выйдь к фермеру, тоже нельзя пройти. Выйдь к частнику, нельзя пройти. Вы что, это не видите? Вчера приехал Евдокимович, поехали кукурузу смотреть. Остановились на краю поля. Я говорю, как, наверное, вот, как хотели специально привезти. Свалка несанкционирована на окраине леса. И думаешь, где наши службы, где лесники все? Кругом завалено. И вот дальше пойдем рассматривать вторичные ресурсы, невыполненные. Сельхозниками невыполненные. Частными структурами не доводим. Я имею в виду малый и средний бизнес, как у нас любят называть. Только бардак разводят. Таксама кіраўнік раёна даручыў адпаведным службам правесці маніторынг па пытанні рацыянальнага і эффектыўнага выкарыстання зямель сялянскімі фермерскімі гаспадаркамі. Когда мы начали поднимать вопрос о ведении фермерских хозяйств, эффективно использовать земли, сколько у нас проблем есть. Многие говорят, что мы им землю частникам не хотим давать. Мы даем землю, только занимайтесь на ней. Получайте продукцию, реализовывайте, имейте выручку, платите хорошую зарплату. Конкретно мне вот за неделю проанализировать вместе с управлением сельского хозяйства, вместе с председателями сельисполкомов, на чьей территории находятся фермерские хозяйства, и вынести предложение. Числится фермер, запашется и сеется хозяйством. Для чего тогда фермер числится?
Старшыня райвыканкама застаўся незадаволены падрыхтоўкай прадпрыемстваў да асенне-зімовага перыяду. Неаднаразова гэтае пытанне гучала на апаратных нарадах, аднак многія яго папросту праігнаравалі. Вот отношение наших руководителей о перспективе работы в зимнее время, создании комфортных условий для себя и для своих работников. Значит, со всех объяснительные и заместители по направлению привлечь всех к ответственности. Всех, кто там ответственные, включая руководителей. Копии приказов, распоряжений, значит, предоставить мне. Таксама ў ходзе апаратнай нарады былі разгледжаны пытанні работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб і нарыхтоўкі другасных матэрыяльных рэсурсаў.